Переименовать надо будет, да? А, как стал? А я там как стал? Как Рамзан Салтыгов. Там просто, когда создаешь Zoom, имя свое даешь и все. Переименовать надо будет, да? Нет, когда ты сам создаешь себе Zoom, скачиваешь. Я там как стал? Как Рамзан Салтыгов. На латинском, да? Там просто, когда создаешь Zoom, имя свое даешь и все. Нет, когда ты сам создаешь себе Zoom, скачиваешь. Я там как стал? Как Рамзан Салтыгов. На латинском, да? Там просто... Мустафа, у тебя из-за твоего компьютера фонит, да? Звук. Когда ты сам создаешь себе Zoom, скачиваешь. Нет, от меня нет вроде бы. Включите свои микрофоны, пожалуйста, отключите. Если можно. Мустафа, у тебя из-за твоего компьютера фонит, да? Звук. Нет, нет. Свои микрофоны, пожалуйста. Так, я отключил Рамзана. Мустафа, Нет, моего вроде бы. Так, меня должно быть, по идее, слышно сейчас. Нормально. Я слышу. Меня слышно? Да, слышно, да. Всех слышно. Практически всех слышно. Я так думаю, у кого-то фонило, я так и не понял, у кого, но мы вот вроде бы сейчас пришли к чему-то. Так, меня должно быть, по идее, слышно сейчас. Нормально. Так. я слышу. Я слышу. Меня слышно? Да, слышно, да. Всех слышно. Угу. Фонит опять. Все будет нормально, все решилось. Я предлагаю нам начать, так как есть уже люди, которые, возможно, оказались пунктуальными, вовремя подсоединились и, возможно, как бы торопятся. Друзья, тогда мы сейчас начинаем онлайн-марафон, посвященный ингушским политзаключенным. И меня зовут Мустафа Загиев. Сейчас у нас идет трансляция на YouTube. Тем участникам, которые сейчас здесь сидят, я прошу по возможности отключать микрофоны, когда вы не говорите, потому что у многих сейчас на данный момент включены микрофоны до сих пор. И наша цель – это провести онлайн-марафон, дать каждому высказаться. У нас не предполагается формат дискуссии, да, как было заявлено в анонсе, просто до 5 минут. Мустафа, наверное, с наушниками лучше будет. Я наушники возьму сейчас, 5 минут. Да, бери. Если У плохо... меня просто опыта нет. Если вам плохо слышно... Меня слышно нормально? Кто-нибудь может подтвердить? Просто пропадает что-то. Может, я наушники все-таки возьму, подключу? Ну, да, вот, слышно тебя хорошо. Просто у меня опыта нету никакого. ты можешь брать наушники. Тут проблема может быть у вас с интернетом.
учитывая то, что ты сейчас с Ингушетии, то я допускаю, да, такую возможность, скорее всего, Якуб. Да. Я сейчас, минутку. Как удобно, да. У нас нет привязки, участники могут отходить. В общем, формат у нас не дискуссия, каждый берет слово, говорит свои 5 минут, до 5 минут, можно короче. Тема ингушские политзаключенные. И я увидел, что подключился одним из первых Сергей Константинович Давидис, это правозащитный центр «Мемориал». Я бы хотел начать с него, если вы позволите, если вам удобно, Сергей Давидович. Здравствуйте. Большая честь для меня первым выступить на этом важном мероприятии. И да, я не только от своего имени, но и от имени правозащитного центра «Мемориал» хотел сказать, собственно, что мы рассматриваем всех фигурантов этого дела: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифуса Утиеву, Малсага Ужахова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Ахмеда Погорова как политзаключенных. Рассматриваем их как политзаключенных потому, что они полностью подпадают под то понимание политзаключенного, которое предполагает Парламентская ассамблея Совета Европы, ее резолюция 2012 года. Эти люди, которые преследуются за мирную реализацию своих прав, это люди, которые преследуются без какого бы то ни было преступления с их стороны по политическим мотивам власти. И это дает основание считать их политзаключенными и требовать их немедленного освобождения. Те два обвинения, которые им предъявлены, не выдерживают никакой критики. С одной стороны, организация насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвинение совершенно абсурдное в контексте той ситуации, которая была. Насилие было осуществлено именно сотрудниками правоохранительных органов, предсказать это было невозможно. Насилие это было абсолютно незаконным, поскольку прямо Европейская конвенция и практика ее применения и толкования Европейским судом по правам человека предполагают, что на мирную публичную акцию недопустимо применение силы в связи с мирной реализацией права на свободу собраний. Тем более, что это право на свободу собраний реализовывалось в связи с правом, с защитой права народа на реализацию власти, фактически. Спор был о том, что мнение народа должно учитываться при решении значимых вопросов жизни республики, территориальной целостности и так далее. Совершенно правомерные требования были реализованы совершенно правомерными средствами, мирным собранием. Несмотря на это, они подверглись насилию. И фактически эти люди стали обвиняемыми только потому, что они были наиболее авторитетными среди участвующих. И мы видим, что попытка их преследования, да не попытка, а их реальное преследование, они в течение длительного времени находятся за решеткой, это попытка обезглавить общественное движение Ингушетии, подавить общественную активность, преподать урок своего рода всем, кто готов отстаивать свои права. И второе обвинение, оно вменяет мирную совершенно деятельность, вменяет организацию экстремистского сообщества за совершенно легальные мирные действия. Собрание, обсуждение общественных вопросов, организация мирных публичных мероприятий – это все совершенно не криминальные действия. Это криминализация абсолютно искусственная. Ну, учитывая, что у нас мало времени, говорить об этом много можно, я еще раз хотел сказать, что мы считаем всех обвиняемых по этому делу политзаключенными и требуем их немедленного освобождения. Спасибо. Сергей Константинович, большое спасибо. Мы знаем, что вы в этом деле принимаете не последнее участие, и отдельное спасибо. Еще раз для тех, кто подключается сейчас, я вижу, большое количество людей подключилось вот за последнюю буквально минуту. У нас не предполагается формат дискуссии, друзья. Мы высказываем свою точку зрения, как эстафетную палочку передаем и идем дальше. Вот сейчас, если, допустим, кто-то торопится, Zoom позволяет поднять руку и за счет этого как бы высказаться и уйти. И здесь, в принципе, так как трансляция идет на YouTube, если в качестве зрителя можно наблюдать и не находясь в Zoom, достаточно как бы сказать, и какого-то правила, что надо обязательно прощаться, нет. Да, вот так на всякий случай для вновь подключивших это озвучу.
Я бы тогда, так как вот прям кто-то конкретно руку не поднимает, передал слово Магомеду Бекову, если, Магомед, если ты готов. Да, я готов. Добрый день, ассаламу алейкум. Ну, что я хотел бы отметить? В первую очередь, много сказано про ингушское дело самими защитниками, адвокатами, правозащитниками, людьми. Много дискуссий было, много пресс-конференций было по этому поводу. Не хотелось бы повторяться, но однозначно хочу отметить тот факт, что само по себе возбуждение уголовного дела в отношении не только лидеров протеста, а в отношении даже лиц, которые находились на площади и при столкновении применили какое-либо там насилие в отношении представителя власти или там физическую боль, значит, я считаю, что это абсурд. Почему? Потому что были провокационные действия со стороны сотрудников Росгвардии, и любая провокация по закону не образует какого-либо состава преступления, если на эту провокацию были адекватные действия. Поэтому говорить вообще о возбуждении уголовного дела по событиям 27 марта – это уже само по себе абсурд, то, что появилось это уголовное дело. Ну, если даже допустить, что это уголовное дело возбуждено законно, речь идет о применении насилия в отношении представителей власти, да, там, по событиям 27 марта, то уж точно и наверняка является абсурдом возбуждение уголовного дела по организации применения насилия, вернее, предъявление обвинения лидерам протеста, ингушского протеста 26-27 марта, именно такой конструкции, как организация применения насилия и создание экстремистского сообщества и участие в этом экстремистском сообществе. Конечно же, это все высосано из пальца. Никаких доказательств материала уголовного дела по этому поводу не содержат. Поэтому я считаю, что сам факт наличия этого уголовного дела уже говорит о том, что власти преподают урок всем несогласным, которые высказывают свою позицию открыто, публично, о том, что они недовольны произволом властей, неважно, в Ингушетии это находится или в Хабаровске, Москва это или Питер, либо какой-либо другой регион. Сам факт того, что происходит сегодня, да, политически преследуются в различных уголках нашей страны активисты, лидеры гражданские, активные люди, которые выражают свою позицию открыто. Поэтому я считаю, что всем нам нужно в первую очередь говорить о таких делах, говорить об ингушском деле, потому что все-таки в центральной части России и отдаленных уголках страны считается, что Кавказ – это где-то очень далеко, и все, что происходит на Кавказе, не должно каким-то образом касаться других регионов. По сути, мы все живем в одной стране, и поэтому я считаю очень важно, чтобы на ингушское дело в том числе обращали внимание такие известные личности и активисты, как, допустим, ну, если даже взять того же Навального, которого сегодня преследуют, да, и по надуманным основаниям его заключили, да, в места не столь отдаленные, отправили его отбывать наказание в город Покров. Я считаю, что нужно сближаться, нужно говорить, и, соответственно, очень важна для наших заключенных, политических заключенных, ингушских политических заключенных, важна поддержка других регионов России, чтобы о нашем деле говорили. В принципе, у меня все.
Да, Баркал Магомед. Хотелось бы передать слово Дарье Корниловой, правозащитный журналист. Дарья. Добрый день. Да. Добрый день, здравствуйте. В моей жизни случилось такое счастье, да, хотя события, понимаем, что трагичные. Я смогла присутствовать на 2 заседаниях по ингушскому делу, и я могла лично познакомиться с так называемыми лидерами ингушского протеста. И, безусловно, это очень мужественные люди, очень сильные люди, люди, ну, душевная красота которых, она, конечно, производит очень сильное впечатление. И, конечно, ну, очень грустно, печально и неправильно то, что такие люди находятся за решеткой. И мне кажется, это, ну, свидетельство тяжелой болезни, которая, скажем так, поразила и наше общество в целом, да, и ингушское общество в частности. И здесь я не разделяю какие-то проблемы ингушские или не ингушские, да, болеет все наше общество, и у нас у всех примерно, ну, одинаковая проблема, да, там можно долго перечислять, это и коррупция, и непотизм, и неэффективный менеджмент и так далее. То, против чего, собственно говоря, протестовали лидеры ингушского протеста, да, в частности, несоблюдение законов. Мне бы, ну вот, Магомед сейчас сказал, да, хорошо, чтобы, скажем так, упоминали об ингушском деле как можно чаще, да, чтобы это было уже федеральной повесткой. Мне кажется, что для того, чтобы это было федеральной повесткой, имеет смысл, в свою очередь, уделять внимание другим политическим делам на территории нашей необъятной родины, да, это Хабаровск, это какие-то уголовные преследования крымских татар и так далее, да, потому что когда мы протягиваем руку помощи другому, этот другой, конечно, начинает тоже нас замечать и протягивает нам, в свою очередь, руку помощи. И я считаю, что это очень важно. И я считаю, что ингушское дело – это очень, скажем так, чисто показательно такое политическое дело, которое отражает ситуацию в обществе в целом. И что мне хотелось бы еще сказать? Помимо того, что очень красиво по-человечески сами заключенные, узники ингушского дела, очень красиво адвокаты, люди, которые их защищают. Мне повезло общаться также с ними. И это действительно очень достойные сыны своего народа. И те люди, которые приезжали и поддерживали узников ингушского дела, это очень, скажем так, очень люди, которые, ну, очень правильные люди, очень красиво мыслящие люди. И здорово, что в Ингушетии есть такие люди, и сам ингушский народ, он вот именно такой, да, по крайней мере, я его увидела именно таким, очень красивым. И практически каждый, с кем я говорила, упоминал о репрессиях 1944 года, о ситуации в 1992 году. И, ну, просто так мне хотелось бы сказать, что я разделяю вашу боль. И это действительно очень трагические события. Я очень много, ну, читала, слушала на эту тему последнее время. Последнее, что хочу сказать, касается тоже ингушского общества, да, взгляд со стороны, может быть. Мне оно показалось очень монолитным, и очень здорово, что работает институт репутации в этом обществе. По крайней мере, вот здесь у нас в Москве, то есть, ну, его вообще уже нет, он упразднен, в принципе, как явление. Вот, рабочий институт репутации, благодаря этому, я думаю, ну, как бы меньшая зашоренность официальной пропаганды. Это тоже очень классно, это можно использовать для борьбы за свои права, естественно, легальными, законными методами, да. У нас на носу выборы, и, собственно говоря, можно этому тоже уделять внимание. И еще раз, возвращаясь к узникам ингушского дела, я хочу сказать, что это, ну, очень достойные люди, и мне бы, конечно, хотелось видеть их на свободе, мне бы хотелось встречаться с ними, брать у них интервью совершенно при других обстоятельствах и по другим поводам. И я надеюсь, что так оно и будет рано или поздно, и эта позорная страница, она будет закрыта, и будут сделаны соответствующие выводы. И более того, я уверена, что так оно и будет, да, вопрос только во времени, вопрос, когда это произойдет. Спасибо, у меня все. Спасибо, Дарья. Мы тоже внимательно следим за материалами, которые вы публикуете. Отдельное спасибо вам за это. У нас есть вот с Испании Рамзан Султыгов. Он просил по времени как бы ему дать слово в ближайшее время, поэтому передаем слово ему. Рамзан.
Рамзан, ты меня слышишь? Ассаламу алейкум. Добрый вечер, добрый день. Да-да, слышно меня? Да, слышно, валейкум салам, слышно. Говори. Я приветствую всех участников марафона и хочу передать большой-большой пламенный привет нашим политзаключенным, передать им, что мы их очень сильно ждем. Каждый день при наших молитвах мы их упоминаем. Мы не видим существования вне мыслях о них и хотим, чтобы они поскорее вернулись. Я не могу много чего добавить, так как до меня и Сергей, и Магомедбеков, и Дарья уже высказались. В принципе, я полностью согласен с их высказываниями. Единственное, что я хотел бы от себя добавить, это то, что каждый раз, когда репрессии усиляются по отношению к нашим политзаключенным, в наших сердцах растет еще большая любовь к ним, еще большее уважение к ним. И если в городах и селах, в которых мы живем, улицы там названы в честь каких-то непонятных нам людей, то мы эти улицы между собой уже называем улица имени Ахмеда Барахоева, аллея имени Мальсага Ужахова. И мы очень сильно переживаем за них и ждем, чтобы они скорее освободились, потому что мы уверены на 100% в их безвинности. Мы уверены, что это чисто политический заказ. Мы уверены, что они не виноваты. И наша уверенность еще подтверждается тем, что все это происходило перед всем миром в онлайне. Все провокации, которые были со стороны властей, и все, что было сделано, все те условия, которые создали власти, они привели к тому, что они привели именно к провокациям для того, чтобы закрыть наших политзаключенных. И мы уверены, что они очень скоро будут вместе с нами, мы их очень ждем. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвует здесь. Большое спасибо. У меня все. Баку, Рамзан. Так, рук я как бы не вижу, поэтому иду как бы чередуя. Еще скажу, что нам прислали видеоролики. У нас есть видеоролик, которые заблаговременно как были записаны. Спасибо за это Дарье отдельно и Хаве Хазбиевой. И их мы, наверное, чуть попозже тогда вставим, так как я сейчас смотрю, много еще людей есть, которые не высказались. Вот Бадма и Бурчиев – это калмыцкий активист, корреспондент Кавказского узла. Бадма, если ты готов, мы готовы тебя услышать. Да, добрый день всем. Я присоединяюсь, конечно, ко всем словам сказанным. Еще во время наших протестов в 2019 году я сразу сказал, что во многом наш протест был вдохновлен ингушским протестом. Мы увидели вот эту вашу сплоченность, как это действует на сознание людей, и мы поняли, что в принципе возможен такой массовый коллективный протест, и в общем-то, успехи нашего протеста во многом связаны с успехами вашего. Мы, конечно, следим, возмущены вот этими уголовными статьями, фактически пыткой над Зарифой Саутиевой, когда ее выпустили, через неделю опять закрыли, это просто издевательство какое-то. Это все, конечно, вызывает возмущение, но я думаю, об этом сегодня будут говорить все. Я хотел бы сказать немного о другом. Мне кажется, чтобы наши протесты были более эффективными, нам надо создавать какие-то постоянно действующие координационные органы. То есть нам для этого сейчас не обязательно съезжаться куда-то, мы можем точно так же в Zoom консультироваться.
но чтобы вот эти вот протесты не вспыхали, не угасали в одних регионах, чтобы цепочка проходилась, как, ну, если не по всей стране, то хотя бы по соседним регионам. Я думаю, вот такие органы координационные могли бы прорабатывать общую тактику. Нам бы не помешал креатив друг друга, потому что мы видим, что массовые протесты все-таки не достигают своей цели. Значит, нужно что-то менять, значит, нужны еще какие-то подходы. Вот, много говорится о том, что мы должны действовать в легальном поле, но смотрите, что происходит в Калмыкии, да, ну, чтобы согласовать митинг, его очень трудно согласовать. А сейчас нам выделили специально отведенное место для массовых мероприятий на ипподроме. Это фактически за городом. Ну, издевательство какое-то. Как находиться в легальном поле, да, вот, если просто власть издевается. Все эти вопросы мы могли бы вместе прорабатывать, потому что вот, ну, в Калмыкии очень мало народу, и постепенно вот этот креатив иссякает, и нам бы не помешало опыт других регионов. Я думаю, вам тоже бы не помешал опыт наших протестов, потому что определенные успехи были у нас. Я думаю, сегодня у нас нет дискуссий, но мы всегда на связи, мы в соцсетях. Я думаю, мы можем это потом проговорить отдельно и как-то переходить уже на новый уровень, потому что сегодня издеваются над вашими политзаключенными, завтра это будет ждать любых, в любых регионах. И когда у нас кончится терпение, вот это тоже большой вопрос, насколько мы можем еще дальше терпеть. Потому что все, что происходит с вашими политзаключенными, это вызов, это, ну, просто открытый вызов, типа мы можем и так, и что вы сделаете. И я думаю, когда-то мы уже, да, должны ответить, и ответить по-настоящему, более массово, более конкретно, что ли, скажем так. Поэтому еще раз, свободу политзаключенным, мы следим за вами, мы с вами, и мы готовы к сотрудничеству. Да, давайте прорабатывать вот эти варианты, да, давайте создавать какие-то межрегиональные органы и будем как-то вместе выруливать из этой ситуации. Все, спасибо. Спасибо, Бадма. Говоря о креативе, как раз-таки калмыцкие активисты проводили онлайн-митинг в прошлом году, который в том числе сподвиг нас к тому формату, который мы сейчас проводим. Вот, спасибо, да, за поддержку. Так, у нас были руки, и вижу, мне подсказали, есть Айфон Магомед и потом Адам Мальсагов. Айфон Магомед просто не подписано, поэтому я не могу конкретнее назвать. Можно говорить. Не получается. Давайте тогда перейдем к Адаму Мальсагову, пока понимаю проблемы. Давайте я тогда пока начну. Ассаляму алейкум. Добрый день всем участникам форума. Спасибо за предоставленную возможность и спасибо всем остальным не безразличным людям, которые в нем участвуют. Ну, понятное дело, что все мы являемся свидетелями беспрецедентных случаев и примеров беззакония и демонстративного неуважения к судебной системе Российской Федерации и, я бы так сказал, неуважения к основам права. Всем это понятно, об этом повторяться нет необходимости. Мне хотелось бы больше прокомментировать ситуацию, и призывать тут смысла нету, но тем не менее прокомментировать ситуацию со стороны все-таки молодежи, так как я являюсь представителем молодежи ингушского народа. И в то же время как бы
призвать, возможно, как-то высшие эшелоны власти к благоразумию. Ну, хотелось бы начать с того, что любому разумному человеку, который понимает ингушский язык и который не понимает ингушский язык, так как были сотни там видеороликов и переводы для судебных процессов, там, следственных процессов, и для тех, любого человека, кто заинтересован в этих митингах, вот в этих всех якобы актах организации насилия. Понятное дело, кто говорил что, как бы нам, представителям вот, ну, ингушского народа, понимающим ингушский язык, прекрасно видно и понятно все, что там говорит, кто призывает к насилию, кто наоборот призывал людей, да, как раз-таки те люди, которые, к удивлению, находятся за решеткой, которые призывали как раз-таки, чтобы этого насилия не произошло, чтобы все участники тех процессов, неважно кто там, ребята, которые пришли служить и защищать там, да, которые, ну, представители силовых структур, чтобы они не пострадали, чтобы никто не пострадал, но, к сожалению, из-за людей, у которых были там другие цели и провокаторы, создали ситуацию, ну, которая в итоге была политизирована. Ну, я бы хотел одну вещь сказать, то что вот по сути вот семеро, да, вот лидеров, которые находятся в заключении, каждое действие, которое применяется к ним, возможно, представители властных структур воспринимают это как действие к этим людям, но мы, весь ингушский народ, я уверен, солидарен со мной в том, что каждое действие, которое происходит по отношению к ним и будет происходить по отношению к ним, мы воспринимаем как действие и такие месседжи, сообщения к нам, к ингушскому народу. Потому что эти люди все-таки высказывали нашу позицию, эта позиция ясна, это позиция большинства ингушского народа. По сути, это ингушский народ в выражении 7 как бы людей, да, которые находятся в заключении, так скажем. Поэтому каждое действие, каждое там неправомерное в итоге решение мы будем воспринимать, конечно же, как неправомерное решение к нам, к ингушскому народу. Мне, как представителю молодежи, не совсем понятна политика высших эшелонов власти России, и не совсем понятно, как бы, вот, учитывая интеграцию, да, которая необходима межнациональную, в общем, да, как бы, учитывая, ну, многонациональность нашей страны, мне не совсем понятно вот это желание всеми способами, особенно в такой ситуации, когда всем, в принципе, понятно, кто прав, кто виноват, что люди политзаключенные, как бы тут ни у кого сомнений нету. Мне непонятно, как бы, долгосрочность этих решений, непонятно перспективы вот этих планов, как бы, то есть вот, по сути, исход этого дела очень много мне, как гражданин Российской Федерации и как ингушу, как говорится, многое понятно будет. То есть насколько представители высших, опять же, повторюсь, эшелонов власти заинтересованы в том, чтобы развивать, да, вот это межнациональное, как бы, содружество, либо же они заинтересованы в том, чтобы, ну, этот народ больше уходил, как бы, в сторону, как бы, да, непонятных взаимоотношений с ними. И в итоге я все-таки хотел бы призвать всех участников процесса, которые принимают решения, как бы это громко ни звучало, но все-таки призвать их к справедливости, призвать их к тому, чтобы мы, все остальные, наблюдающие за этим процессом, все-таки убедились в итоге, что право и закон победит в этом процессе, чтобы мы не переживали, что нам, возможно, стоит присматриваться к другим странам или, возможно, стоит искать гражданство каких-то других стран, где, по крайней мере, корочка, это красная, которая называется паспорт Российской Федерации, гарантирует наши права, так же, как она гарантирует, этот документ гарантирует права географически находящихся, ну, людей, находящихся географически на других территориях. Потому что то, что мы видим сейчас, это абсолютно, как бы, мы не защищены, и, к сожалению, как бы видим абсолютно беззаконие, так скажем, по отношению вот к нашим, к лидерам протестного движения, так называемым. Ну, долго говорить не буду. Хотелось вот подчеркнуть позицию молодежи в этом процессе и то, что мы внимательно следим за процессом и надеемся, все-таки мы, безусловно, надеемся на то, что закон победит, и мы дальше, так же, как и сейчас, в рамках правового поля будем решать свои вопросы. Причина тому, что сейчас нет каких-то активных действий и так далее, казалось бы, народ ведет себя пассивно, заключается только в том, что мы решаем свои вопросы в рамках правового поля Российской Федерации, и мы следуем советам и указам своих старшин, которые призывают нас не нарушать закон,
не переходить рамки. Мы все-таки со своей стороны до конца будем следовать этим правильным принципам. Мы надеемся, что сторона представителей судебной системы также будут возвращаться к основам права, к основам справедливости, и мы увидим итоги правильное решение, что явится фундаментом для все-таки какого-то возрождения и такой новой интеграции как бы, да, наших отношений. Спасибо большое за внимание. Да, Баркал Адам Дярясхал. Адам, находясь, работая далеко там, от Ингушетии, постоянно включается в процессы. Так, у нас вот Айфон Магомед, он поднимал руку, у него было что-то со звуком. Если сейчас со звуком нормально, то прошу взять слово и представиться. Да. Меня слышно? Меня слышно? Да, слышно. Ассаламу алейкум. Добрый день всем. Я приветствую всех участников онлайн-марафона. Меня зовут Магомед Дагиев. Я житель республики, адвокат, один из защитников Багорова Ахмеда, задержанного 26 февраля. Учитывая формат онлайн-марафона, многословным, я хотел бы выразить свою солидарность, слова поддержки всем фигурантам так называемого тенгового дела. Желаю им силы духа, физического здоровья, чтобы противостоять всему этому правовому беспределу, творящемуся в отношении последние 2 года. Передо мной выступали, я так понял, мои коллеги, в том числе Магомед Беков. Думаю, что они с юридической точки зрения тоже высказались относительно так называемого тенгового дела. Хотел бы также добавить, что вне всяких сомнений обвинение абсурдно, политически мотивировано. Никаких доказательств виновности так называемых лидеров протеста нет и быть не может. Я думаю, что для всех нас очевидно, что это такая своеобразная политическая месть за их активную гражданскую позицию. И все жители только событий знаем, за что выходили люди. Люди вышли выразить свой протест против произвола, хамского, по сути, отношения республиканских властей, которые почему-то решили, что по такому ключевому, важнейшему вопросу, как вопрос определения границ, спрашивать мнение народа не обязательно. Народ показал, что это мнение ошибочное, мягко говоря. Что касается тех столкновений, произошедших 27 марта, и которые были основой, причиной возбуждения уголовного дела, то я думаю, что ни для кого не секрет, в том числе и для самого следствия, обвинения, что прежде всего виновниками этих столкновений являются прежние местные власти, высокие чины в погонах, которые руководили этим разгоном, которые все провели бездарно и в момент совершения коллективной молитвы, чем спровоцировали фактически такую спонтанную ответную реакцию людей. И эта реакция была неорганизованная, как я уже сказал, была спонтанная, поэтому говорить, выдвигать обвинения в отношении Мархоева Ахмеда, Малхова ужасного, Багорова Ахмеда, да и всех остальных просто абсурдно. И таких доказательств их вины быть, естественно, не может. Но в завершение я хотел бы сказать, что я, как и все жители республики, надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует, и мы с помощью Всевышнего сможем стоять невиновность наших героев. По-другому назвать я это не могу, потому как во все времена люди, которые выходили за свою землю, за свой народ, их называли героями, поэтому они для нас, естественно, являются героями. Мы не должны опускать руки, и не только защитники, не только близкие родственники, но и все гражданское общество, все население республики и нашей страны должно сплотиться на этом пути и стоять наших героев. Также хотел выразить слова благодарности всем организаторам и участникам данного марафона. Всего доброго, всем удачи.
Да, Баркул Магомед. Эльберт Дарбазанов у нас поднимал следующую руку. Ассаламу алейкум. Меня слышно? Валейкум салам, тебя слышно, можешь говорить. Я приветствую всех участников марафона. Ну, все очень неприятно, вся эта история с нашим протестом народа. Не протестом 7 или 8 там лидеров протеста, а всего весь народ в действительности был возмущен, крайне возмущен действием ставленника, вассала, так, не знаю, как его назвать, этого человека, который явно сам сказал, что он тайне от народа принял такое решение и нас поставил перед фактом, а потом уже пошла куча ошибок, куча лжи, вранья, я не знаю, как это назвать, конечно, честно говоря, эмоции переполняют до сих пор, уже более 2 лет мы наблюдаем эту картину. Ну, хотелось бы сказать такую простую вещь, что мы прекрасно понимаем, что факт, что сегодня происходит, это преследование за законное противодействие, то есть протест был законен абсолютно. И люди, которые вышли на площадь, которые вышли на митинг, хотели выразить свое мнение, продемонстрировав власти, что не так все гладко, как преподносит глава региона Инузбек Евкуров. Но это фактически то, за что сегодня преследуются эти лидеры протеста и другие участники, которые были преследуемы также, которые отбыли уже свои сроки. Вот. Но мы понимаем, что абсурдность всего того, что сегодня происходит, видно, на глаз видно, что нет никакого доказательной базы, что нету логического смысла. И сегодня происходит такая вещь, что народ настраивают явно против политики или против действия людей, которые во власти сегодня находятся. Конечно, это очень неприятно, когда власть идет вразрез интересам людей, которые не считаются с людьми. Это очень прискорбно. Это придет трагическим последствиям в будущем, не дай бог. Вот. Ну, а формально мы сегодня видим, как это происходит. Сегодня возбудили уголовное дело. Более 2 лет уже люди сидят в заточении. Сейчас идет следствие, то есть, вернее, судебное следствие идет тоже, а фактически люди находятся за решеткой. Ну, надо понимать из всего, что происходит, что мы должны ждать, исход. В лучшем случае, как мне кажется, в лучшем случае, это будет приговор обвинительный. И в итоге люди, сегодня сидящие за решеткой, могут выйти на свободу за зачетом этого времени, которое они прибыли за решеткой. Вот. Но это в лучшем случае. А так, в худшем случае, они получат максимальные сроки. И надо нам к этому готовиться. Я не знаю, как и что для этого делать, чтобы было все в рамках закона. Вот. Я понимаю, что если все будет по худшему сценарию продвигаться, то власть прекрасно понимает, что народ, скорее всего, будет силовая составляющая будет усилена Росгвардией, там, разными агитаторами. Вот, плюс просто еще один момент есть, такой инструмент, как раздробление общества по разному поводу, там, по религиозному, по убеждениям, там, или там, по отношению, тебе нравится музыка, а мне нравятся танцы, без разницы, что, могут использовать это тоже
Вот. Мне это очень прискорбно признавать, что сегодня много людей во власти абсолютно не преследуют интересы народа. Это мы видим. Вот. Это очень неприятно, очень прискорбно. Ну, что поделать? Что есть, то есть. Так, ну, мне еще одну вещь хотел заметить вам. Вот вы, наверное, тоже следите, как и я. Сегодня абсурдность ситуации. Люди, сегодня преследуемые за их протесты, они абсолютно призывали к законности соблюдения Конституции и права. За это они сегодня находятся под следствием, они заточены. А глава региона соседнего, Рамзан Ахматович Кадыров, недавно я услышал его выражение по поводу того, что мы готовы взять, кто-то один возьмет на себя ответственность за крупное преступление. Вы, наверное, все слышали про это. Так меня это вообще удивило, как можно так. То есть заранее планируется, уже преступление планируется, а кто-то его будет отбывать. И за это не то чтобы не призывает к ответственности, хотя бы не говорят, перестань, ты что делаешь, ты что говоришь, к чему ты людей призываешь. Вот это вот абсурд меня ставит в ступор. Но я все-таки человек-оптимист, и я надеюсь, что все будет хорошо, рано-поздно все прекратится. И, как сказал Рамзан Султыгов сегодня, эти лидеры протеста, которые сегодня находятся в заточении, они для нас герои. Мы прекрасно понимаем, что они на карту поставили все, что у них есть. Свободу, интересы, материальные, нематериальные, все. Ведь самое дорогое это жизнь, в жизни это время, которое у человека есть. Ну, я имею в виду, то есть фактически, ну, я не считаю репутацию. Репутация в первую очередь. Ну, извините, немножко сумбур, эмоционально, ну, все, что я читаю, я не знаю, может быть, не гладко сказал. Всех благодарю, спасибо, у меня все. Баркул, у нас вот Марьям Харава. Марьям, если тебе удобно, говори. Я знаю, что у тебя маленький ребенок. Всем салам алейкум, здравствуйте. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов марафона. Это очень важно. Важно говорить, важно не молчать никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если, как мы уже знаем, будут такие последствия, как сейчас мы видим, сидят в тюрьме не просто люди, которые говорили правду, которые призывали больше всех, наверное, к мирному митингу, к мирным действиям. И мы видим последствия, когда были убиты не раз люди, которые также призывали к чему-то доброму и хорошему. Я не буду вдаваться в подробности о других. Сейчас мы говорим о политзаключенных. В первую очередь хочу сказать, что Ингушетия, ингуши уже не первый год под репрессиями, да, и вместе с уходом Сталиным ничего не закончилось. Сегодня репрессии также продолжаются. К сожалению, большинство людей за призыв, наверное, за просто за свободу слова сегодня будут наказаны, и мы прекрасно понимаем, что бороться с властью или с этой системой это практически, я не хочу никого разочаровать, но это невозможно, потому что мы видим последствия. Но молчать это также незаконно и несправедливо с нашей стороны. Я не знаю более мирного митинга, хотя участвовала не в одном митинге и не в одной стране, наверное, я более мирного митинга никогда в жизни не видела, чем в Ингушетии. Я бы участвовала в этом митинге, и если кто-то призовет меня сейчас за то, что я просто там стояла, то я считаю, что это незаконно. Что я его еще хотела сказать? То, что хотят нас сегодня лишить свободу слова, то, что нас хотят сегодня сделать роботами, я лично хочу бороться с этим. Я не знаю, каким образом. Я не хочу, чтобы мой ребенок сидел в тюрьме или не имел права сказать, или не имел права защитить себя, свою семью, свои границы, свою землю, свой народ. Сегодня за это нас преследуют.
Нуждаются ли наши герои, так сказать, наши политзаключенные в нас? Наверное, больше мы нуждаемся в них, потому что их лидерские качества явно у нас в нашем, в обществе не хватает, потому что сегодня мы видим, что мы утихли, мы уже меньше говорим. Любая боль, она притупляется у общества, если его не возбуждать снова и снова. Я хочу призвать всех вспомнить, что с нами сделали, что вообще делают с нами. Это власть, это система. Можем ли как-нибудь с этим бороться, я не знаю, потому что я всего лишь один человек. И если это не пойдет цепочка, я просто очень переживаю, извините за громкий тон. Нужно ли максимально оглашать это дело? Я думаю, что обязательно. Нужно призывать всех правозащитных центров, всех правозащитников, юристов, я не знаю, обращаться во все возможные инстанции. Не молчать, не думать, что если мы там что-то пишем в соцсетях, что этого достаточно. Нет. Нужно писать и в соцсетях, нужно обращаться во все правозащитные центры. У меня была некая идея, как некий флешмоб. Не знаю, это не моя совсем идея, это было уже сделано когда-то, но это было более не по политзаключенным и не по политическим каким-то вопросам. Я понимаю, что собрание где-то собираться сейчас, это является любое собрание законным, сейчас карантин, вести марафоны также мы постоянно не можем выходить на связь, но каждый может сфотографироваться с каким-то как я не знаю, как это называется, на бумажке написать свое мнение в поддержку политзаключенным и выставить в один день всем, абсолютно всем, кто поддерживает акцию, марафон, не знаю, выставить свою позицию таким образом. Я не знаю, как вы поддержите это. Мне, наверное, нечего добавить, так как уже все сказали, возбуждение уголовного дела в отношении этих людей – это уже незаконно. Зная законы Российской Федерации, мы все прекрасно понимаем, какие нарушения идут по отношению к этим людям. То, что сейчас они отбывают срок, за что? За просто свободу слова. Если сегодня каждый из нас готов понести такое наказание, тогда хорошо, я буду согласна с этим. Но никто из нас, в том числе те, кто их сегодня наказывают, те, кто рушит жизни многих людей, за что? За просто свободу слова. Сегодня мы все наказаны. Сегодня в отношении ингушского народа идет огромная работа. И эта работа уничтожит этот народ вот таким образом. Я призываю всех поддержать наших политзаключенных. Свобода наших политзаключенных. Всем ассаляму алейкум. Валикум салам, баркум Марьям. Смотрите, друзья, у нас есть предварительно записанные ролики, есть один человек, который поднял руку. Я понимаю, что кто-то может торопиться, вы каким-то образом дайте знать об этом. Да? Я не хотел бы никого. Да, я вижу, сейчас увидел Якуба Гагиева. Если тут был пользователь с именем iPhone Магомед, я не знаю, слышит он меня или нет? Поднимал руку просто. Не слышит. Тогда давайте дадим слово Якубу, и после этого мы продемонстрируем как минимум пару роликов, которые были предварительно записаны специально для этого онлайн-марафона от лица таких людей, достаточно известных, слово которых для нас важно. Якуб, тебе слово. Салам алейкум, добрый день всем. Слышно? Валейкум салам, тебя хорошо слышно. Хорошо. Смотрите, вы знаете, на что я хотел бы первоначально обратить внимание, но, хотя это уже не раз говорилось, заметили, что вот эти люди, которые арестованы так, политическую часть, они выбраны из всех слоев ингушского общества. Из всех. Есть старейшины, женщины, которые занимаются наукой, молодежь, наша интеллигенция, даже интеллигенция такой с питерской нашей прослойкой, офицерский состав, который занимается. Вот такое ощущение, что их выбрали не случайно, а выбрали из всех слоев Ингушетии, чтобы
их лице показать именно всему ингушскому обществу, всему народу, что никто из вас не в безопасности. Вот любого, кто из вас, кто пойдет против власти, против вот этой действующей власти, я не говорю там против государственности, у всех одна, ее нужно беречь. Я акцентирую свое внимание именно против вот этой действующей власти. Такое ощущение, что они хотят как бы впитать, что ли, страх, чтобы все боялись, чтобы была какая-то реакция. Я буквально не знаю, как этих людей назвать, ну, скажем, условно, это кураторы, которые за всем этим стоят. Такое желание, чтобы все их сидели и боялись, выражая современным языком. Я хочу обратить внимание, вот, как историк, который занимается историей, что они получат эту реакцию, которую они надеются получить. Страхом они не впитают, они, хотя мы все знаем вот события, буквально, которые на наших глазах еще происходили, более старшего поколения, 92-го года, 3-х годов, 44-го года. События были более страшные, и репрессии были более страшные. Если даже взять по митингу 73-го года, вы знаете, что вот Катоев Джабраил, которому как был руководителем якобы, он тоже был арестован, получил реальный срок и был выпущен из тюрьмы буквально только перед смертью. Что вот такие сроки, такие наказания, они всегда первый раз ингушский народ это проходит. И никакого страха, никакой боязни перед этой властью у людей не возникло. А какая реакция будет, вот об этом я хотел бы сейчас сказать. Реакция будет, вы знаете, что исходя из того, какие сроки вот эти люди сейчас получат, даже тот факт, что они уже задержаны, в смысле, знаете, развитие событий, развитие нашей истории будут исходить из этих самых событий. Потом через неделю или через месяц, через два устроить какой-то концерт на улице, там «Мир, труд, май», 250 лет дружбы, вместе живем, и сказать: ингуши, забудьте, мы ваших людей, ваших стариков, ваших, будем мы жить друг. Не будет никакой дружбы. Может быть, из-за физической невозможности противостоять этой несправедливости люди будут некоторая часть молчать. Но реакция злобы, неприязни именно к этим кураторам, которые дергают за все эти веревочки, эти ниточки, будут. А кого за это куратором, за эти власти будут видеть? Руку Кремля, руку каких-то властей, либо каких-то неизвестно каких-то людей, которые занимают какие-то должности или какую-то. Так что нужно исходить из того, что получат эти люди реальный срок, будет развиваться ближайшая политика, взаимоотношения и политики на Северном Кавказе, тем более Ингушетии, учитывать вот это, учитывать тот факт, что нельзя будет просто посадить и забыть. Развитие нашей истории в буквальном смысле пойдет от этого дня. Либо сроки, либо этих людей выпустить. Так что нужно делать выводы из этого. Я просто хотел вот на это обратить внимание, я не буду много говорить. Болезненная тема. Ну, это что у меня все, Мустафа. Амин. Давайте мы тогда сейчас демонстрируем пару роликов, которые у нас были предварительно записаны, и попробуем. Сейчас есть один момент. Это Николай Сванидзе, член Совета по правам человека. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Николай Сванидзе, я член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Я с большой болью, сочувствием и уважением слежу за вашим делом, за вашей деятельностью. Я знаю, что вы молодцы, что вам достается, что вы невиновны, что это политическое дело. Сочувствую вам. Постараюсь вам помочь. Дай вам Бог. Вот
есть у нас еще, ну, так как этот ролик был достаточно коротким, давайте поставим еще один ролик и потом уже перейдем к желающим выступить. Продолжаем наблюдать над тем, что происходит в Ингушетии. Маленькая республика почти целиком вышла на протест, ну не целиком, это может привлечение, но половина республики выходила на протест, массовый протест. События очень как бы перекликаются с Хабаровском, и со стороны гражданского общества можно только приветствовать, что люди защищают себя, думают, как бороться с репрессиями, с произволом, а со стороны власти, значит, они, очевидно, тоже, как говорится, тренируются, я бы так сказал, что вот то, что сейчас происходит в Ингушетии, это тренировка власти. Я уже третий раз говорю на эту тему, мы наблюдаем внимательно, что там происходит, и хочу отметить, во-первых, продолжаются аресты до сих пор. Недавно вы взяли под стражу одного из, по-моему, чуть ли не первого министра внутренних дел, еще при Аушеве он был, его фамилия Погоров, и он был, когда были протесты, он вообще не скрывался, он был одним из людей, которые поддерживали этот мирный протест, подчеркиваю, мирный протест. Потом его, значит, 2 года, он понял, что его будут брать под стражу, 2 года он, значит, был в розыске, скрывался в той же Ингушетии, между прочим. Несмотря на маленькую республику, ему удавалось скрываться. В конце концов, судя по обстоятельствам, я выяснял, вот как его нашли, или он сам, как говорится, сдался. Такое впечатление, что ему просто надоело прятаться. Его сейчас взяли под стражу. То есть аресты продолжаются. Его взяли, еще других активистов берут. И вот а чему мы можем, гражданское общество может научиться в Ингушетии, в маленькой республике Ингушетия? Это то, что у них была создана неотложка. Они так и называют неотложка, ведь очень много людей арестовали. Как бы власть сама себя разоблачает. Она сама себя разоблачает, власть. Если вы законным образом, якобы законным образом судите этих людей, то тогда почему вы боретесь с теми людьми, которые просто гуманитарную помощь оказывают этим людям? Они имеют право. Но если вы делаете незаконный суд, если вы незаконно судите этих людей, то вы понимаете, что каждый человек, который выступает, даже гуманитарную помощь оказывает этим людям, он такой же противник для вас, как тот же, который сидит на скамье подсудимых. Именно власть сама себя разоблачает сейчас в Ингушетии. И сплачивает, кстати, все население Ингушетии. К чему это приведет? Я бы хотел, чтобы власть задумывалась на 2 шага вперед. Они сейчас решают какие-то мелкие тактические задачи, мелкие тактические руководители правоохранительных органов. А все это ведет, как я уже и писал об этом и говорил, может привести к взрыву на Кавказе. Это был Лев Пономарев, правозащитник, проект «За права человека». Вот так. Я вижу, что Джабраил Куриев, адвокат, пытается включить аудио, но не получается. Вот, к сожалению, судя по всему, потому что удаленно я помочь Джабраилу не могу. Вот Саадат Джантемиров тоже, да. Можете говорить, если вы нас слышите. Джабраил следующий. Я вижу, что у тебя получилось включить. Саадат, вы нас слышите? Джабраил, давай ты тогда, если у тебя получается. Джабраил, тебя не слышно. Не слышно. Так, кого-то было слышно. Мустафа, может подсказать им там в нижнем углу эти наушники, чтобы нажали?
Ну, я вроде бы в чате все это подсказывал, и смотрю, Джабраил разобрался. По крайней мере, у него появился микрофон, и все есть. И камера есть, и микрофон есть. Вот осталось только начать говорить теоретически, по крайней мере. Саадат, если вы нас слышите, я смотрю, вы появились перед экраном, можете говорить, только включите микрофон. Нажав на левый нижний угол, там есть такой значок микрофон, надо на него нажать и включить его. Если вы нажмете на само видео однократно, он активизируется. Так, боюсь, мы не можем тогда, да, так вот. Она не знает, как включить микрофон. Да, к сожалению. Хусен, так как ты вот вклинился, предлагаю тебе как раз и высказаться. Напоминаю, у нас выступление до 5 минут всем, тем, кто позже подключился. Ассаламу алейкум, я Хусейн Чахки. 2 года назад, когда начали преследовать ингушских активистов, такое небольшое, что мог сразу сделать, это во всех социальных сетях в знак протеста удалил из своих ников русское окончание фамилии Чахкиев, и теперь во всех социальных сетях в интернете я Хусейн Чахки. Так как здесь многие уже с разных сторон уже высказались, хотел бы немножко с другой стороны обратить внимание на этот вопрос. Мы живем сегодня в обществе устоявшейся религиозной морали. И верующие люди, и неверующие люди все пользуются. Вот эта цивилизация, в которой мы живем, она построена на принципах устоявшейся религиозной морали, когда религиозные люди тысячелетиями внушили нашему обществу, нашей цивилизации понятие о справедливости, чести, достоинстве, милосердии и многих других вещах, которые нас отличают от животных, от зверей. Потому что в животном мире, как утверждают этологи, изучающие животных, тоже очень похожая, так скажем, социальная модель и социальная система. Есть своя иерархия, которая более-менее схожая. Наверху всегда там альфа-сущности, вокруг нее претенденты. И, как называют этологи, в отдалении это, так скажем, социальные подонки. То есть ничтожества, у которых их личностные качества не дают им никакой перспективы занять какие-то лидирующие роли в обществе. Но наша цивилизация и люди, которые руководствовались религиозной моралью, которые стояли в основе создания этой цивилизации, сильные люди, они, будучи людьми религиозными, будучи людьми, приверженцами человечности и всех вот этих человеческих качеств, они выстроили общество, дающее равные возможности и для социальных подонков в том числе. Сегодня, к сожалению, мы видим, что наше общество, в нем происходит некая такая цивилизационная ошибка, пользуясь вот этими равными возможностями, равными условиями, которые наше нравственное общество дает всем людям. Вот эти вот ментальные подонки, будучи карьеристами, подхалимами, оказываясь на вершине власти или управления наших там республик, государств, управляющих систем, они нас ведут в обратном направлении, в звериное общество, какую-то животному миру, то есть происходит регресс, когда в основу ставятся какие-то личные инстинкты, личные там пожраться, нажраться, любой ценой залезть на какую-то верхушку и удержаться любой ценой на этой верхушке,
творить беззаконие и так далее. Сегодня происходящие в Ингушетии процессы – это не просто борьба там за права ингушского народа, за права там Зарифа Саутиева, там Ахмеда Барахоева или других политических заключенных. Сегодня, по сути, происходит борьба за будущее нашей цивилизации, в том числе за выбор, в каком обществе завтра будем жить мы и наши потомки, в обществе социальных подонков, мерзавцев, приняв эти правила и принципы социальных подонков, или мы продолжим развивать общество, основанное на религиозной морали, на принципах справедливости, чести, достоинства и так далее. В свою очередь, людям, которые сегодня у власти, они, по всей видимости, этих вещей не понимают, и они должны понимать, если наше общество примет их правила подонков, то и эти люди, и их потомство, у них очень маленькие шансы добиваться успеха в будущем, потому что в зверином обществе, в обществе хищников, по принципу которых они пытаются жить, и принцип, который они нам пытаются внушить, и внушить, что нет больше среди нас ни благородства, ни достоинства, ни общих принятых понятий о справедливости, о законе, нету больше никакого общего консенсуса о правах и так далее, то у этих людей и у их потомков в том числе очень слабые перспективы на успех, потому что те, кто сегодня руководствуется нравственностью, если подадутся этому примеру и будут так же поступать, как они, то, соответственно, Шариковы и Швондеры окажутся в том месте, в которое им уделила, извиняюсь, природа. И сегодня всех нравственных людей призываю поддержать ингушских правозащитников, ингушских активистов, ко всем людям, которые сегодня оказались у власти, которые могут влиять как-то на эти процессы, призываю к здравомыслию, пониманию ситуации, к пониманию, что эти процессы, они вот в такой комфортной для них форме, они могут длиться какое-то время и до определенного предела. Наша страна, к сожалению, эти моменты уже переживала 100 лет назад. И 100 лет назад вот эта вот верхушка, которая обращалась с чванством некоторым со своим народом, считала свой народ быдлом, разговаривала там на французском и английском языке, отдыхала также в Куршавеле, там на Лазурном берегу. Они тоже, в свою очередь, когда общество довели до этого звериного состояния, они все поплатились за свою за свою безнравственность. Поэтому поддерживаю наших сограждан, которые, к сожалению, сегодня находятся в заключении. Желаю им скорейшего освобождения, здоровья, и чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась благополучно. Баркал Хусян. Друзья, прошу тех, кто не говорит, не забывать выключать свои микрофоны, иначе вы мешаете тем, кто в момент выступает. Вот сейчас у нас из тех, кто был на очереди, насколько я помню, был Джабраил. Если он на связи, Джабраил, тебе слово. Джабраил Куриев. Я очень... Ассаламу алейкум. Слышно меня? Валейкум салам, слышно. Уважаемые коллеги, что хотелось сказать. Начну с того, что нахождение на митинге 26-27 марта 2019 года, это было абсолютно законным. Почему я так говорю? Потому как уведомление на проведение этой акции было подано на 3 сутки.
Власть в таких случаях в соответствии с законом о 54 федерального закона должны либо отвести другой участок и не сокращать то время, которое запрашивает, если тех или иных акций на той площади не планируется. Власть этого не сделала, и люди пришли, и им дали разрешение 26-го проводить соответствующую акцию. Ну и мы все помним, что происходило утром 27-го, когда наши старейшины уговаривали сотрудников полиции дать им хотя бы час-два времени, чтобы поговорить с людьми и увести их с площади. Вот это время им не предоставили. И наоборот было принято решение силовым методом мирно находящихся людей на площади разогнать. В этой связи возникает вопрос, а был ли приказ о разгоне этих людей законным? И нужно ли исполнять приказ, если он носит незаконный характер? Нет, конечно. Если сотрудники полиции изначально приказывают о совершении действий, или же приказ носит изначально незаконный характер, то этот приказ никто не обязан выполнять. Поэтому мы считаем, что приказ о разгоне, силовом вытеснении, и это можно как угодно называть, но факт остается фактом. Этих людей просто пытались насильно с площади разогнать. В то же время установлен факт, что эти люди, все, кто находились на площади перед зданием НТРК Ингушетия, никакой акции утром 27-го не проводили. Это установленный факт свидетелями обвинения на уровне руководства МВД, дали соответствующие показания в суде, что никакого оборудования не было, транспарантов не было, микрофоны все были выключены, никто никаких лозунгов не произносил. В этой связи защита и в суде активно над версией работает. В том, что приказ о разгоне людей был незаконным. Далее. Также в суде установлено, опять же, свидетелями гособвинения, что во время утреннего намаза в толпу была брошена светошумовая граната. Это опять же вызывает определенные вопросы, почему именно в этот период времени эта граната была брошена и зачем это надо было, кому это надо было. И связывая все события в единый пазл, так сказать, и защита приходит к выводу о том, что давая незаконный приказ о силовом вытеснении, кидая в толпу во время утреннего намаза светошумовую гранату, цель, по нашей версии, заключалась в том, чтобы людей как-то взбудоражить, вызвать с их стороны какой-то негатив по отношению к силовикам и так далее, и в дальнейшем в отношении этих лиц принимать какие-то активные репрессивные методы. Поэтому мы считаем, что изначально все это было незаконно. И сам факт изначально освобождения Зарифы, потом нарушение всех мыслимых, немыслимых законов, национальных законов, вернув ее в СИЗО, не имея на то никаких оснований и даже не выдерживая трехсуточный период, который законом отведен, мы видим, что суды в данном случае действуют предвзято, незаконно, необоснованно. И поэтому в любом случае защита не сдается и будет работать в дальнейшем активно. Почему? Потому как сдаваться, опускать руки и сказать, что исход дела очевиден, это сказать, мы согласны всем тем, что вы делаете с ингушским народом. Это неправильно, я считаю. И те, кто высказывает такого рода мнения, мне лично их высказывают, мне лично и пишут, и звонят, и говорят, зачем тебе это надо, все равно ничего не добьешься. Нет, хотелось бы гражданам сказать, помните, вот, когда изначально всех граждан
стали привлекать к административным ответственности. Тогда еще тоже казалось, что задействована военная техника, вертолеты и так далее, вывозили людей по административным делам в соседние регионы на вертолетах. И тогда тоже всем казалось, что это бесполезно, но все-таки защите удалось определенное количество административных дел выиграть, прекратить по ним производство. Так и в нынешнем деле определенные сдвиги есть, и результатов мы добиваемся. Если не добьемся на национальном уровне, то, естественно, есть Европейский суд по правам человека и основных свобод. Будем туда обращаться, но ни в коем случае опускать руки, сдаваться не надо. А тех лиц, которые призывают и активно доводят свое мнение до окружающих, будь это свадьба, похороны, неважно, при личной встрече, о том, что бесполезно, не надо там ничего делать, переживать там и так далее, их все равно посадят и надолго. Это не так. Сдаваться в любом случае нельзя. Мы будем добиваться справедливости в рамках закона и всеми возможными в рамках закона инструментами, будь это на международном уровне. Результатом можно добиться. Главная поддержка и даль это бахты и ваш долг дадды. Да могут мерсена тугопыш. Башкалт. Амин Джабраил, Баркыл Диарясхал. Если Савдат, если удобно, то можете сейчас вот сказать, и сразу после вас у нас вот Хава Хазбиева. Все, что можно было и в правовом поле, и в конституционном, и во всех юридических аспектах, все предыдущие высказали. Давным-давно здесь как бы дана и правовая, и вся какая может быть оценка всему происходящему, поэтому я не буду как бы повторяться, просто очень сильно, просто уповаем на Аллаха, что наши заключенные будут освобождены в самом ближайшем времени, что справедливость восторжествует, и они вернутся в свои семьи. Савдат, мы перестали слышать. Видимо, случайно был нажат микрофон. Да, появилась. Да? Я хочу сказать, что и правовая, и все юридическая, вся какая может быть оценка уже нашими адвокатами, нашими специалистами, всеми уже дана этой ситуации, поэтому повторяться я не буду. Просто очень сильно, просто всеми своими фибрами души надеемся, что наши заключенные вернутся в свои семьи, к нам, в наше общество, так как и состояние здоровья у них, и моральное состояние желает лучшего оставляет. Поэтому очень надеемся, что справедливость восторжествует, и что этому будет очень хороший конец, что наконец наши политзаключенные вернутся в свою нормальную жизнь. Просто эмоции переполняют, сказать хочется очень многого. Дай Бог, чтобы это все очень хорошо закончилось. Да, это вахоп. Амин, амин. Баркал Диарясхал Савдат. Плакать хочется. Плакать не надо. Давай, Андрей, все будет нормально. Баркалшан, дальше. Диктор Долгин. Амин. Друзья, мы дадим тогда слово Хаве Хазбиевой, и после этого я предлагаю продемонстрировать вот следующий ролик, который у нас были на очереди. Хава, мы тебя слушаем. Хава – известный режиссер,
активист, лидер, один из лидеров ингушской общины Санкт-Петербурга. Хава, мы тебя готовы услышать. Включи микрофон, и можно говорить. Слышно? Да, отлично. И слышно. Да. И видно. Ну, насчет известного режиссера, конечно, все большие вопросы. Баркл, организатором этого марафона, этого мероприятия, очень важно как можно чаще, чтобы звучала тема Ингушетии в эфире. Не только внутри Ингушетии, не только вообще в мире, но и внутри самой Ингушетии. Нам очень не хватает коммуникации. У нас продолжительное время Хава, я извиняюсь, тут вклинился человек, я выключил у него микрофон, а ты свой микрофон, пожалуйста, активируй, и можешь продолжить. На протяжении, скажем, целого века у нас не было коммуникации в той мере, которая требует общественной ситуации. И сейчас то, что мы можем пользоваться благами цивилизации, интернетом, цифровыми технологиями, я думаю, что это как бы, может быть, это наш шанс, исторический шанс увидеть, услышать друг друга, понять, что каждому из нас нужно то же, что и другому, не только что касается ингушей, но и других народов, Европы, Азии, других мест. Нам всем нужно, чтобы мы имели рядом человека, рядом с собой имели людей, сострадающих, somыслящих, которые живут по принципу «не навреди ближнему». И я думаю, что вся вина тех, кто сидит, она заключается именно в том, что они мыслили именно так. Они хотели такой жизни для своего народа и не только для своего. Они сострадали каждому, кто нуждался в их тепле. Я знаю практически каждого из них, а с кем-то я очень близко знакома. И что касается Ахмеда Барахоева, это герой моего фильма. Что касается Бараха Чемагзиева, с этим человеком я проработала здесь. С Барахом мы сделали очень много в плане того, что доносили ситуацию в Ингушетии. Мы пытались понять, почему стало возможно замалчивать трагедию ингушей. И не только ингушей. Я думаю, это такая же трагедия и для осетинского народа. Если даже они это не осознают, по крайней мере, мы не слышим, чтобы это осознавалось как трагедия, как трагедия наша общая. Мы не слышим этих голосов. И вот в этой работе я узнала о Барахе очень много. Я поняла его как человека, самое главное в нем, что этот человек очень надежный, что этот человек готов сделать ради других очень много. Что я могу сказать о Хаутиеве Багаудине? О нем знает очень много в Ингушетии, но вне Ингушетии, наверное, было мало возможностей для этого. Ему сегодня 30 лет. 31 даже уже исполнился.
Вот для своего возраста этот человек прошел последние 10 лет своей жизни, 11 лет своей жизни с такой космической скоростью. То есть за ним столько дел, которые, можно сказать, только высококлассные профессионалы смогли бы решить в тех условиях, в которых эту работу делал он. Я имею в виду законодательную, правозащитную, даже законотворческую его деятельность. И это все на общественных началах, и это все помогает тем, направляет тех, кто действительно обладает какими-то возможностями проталкивать, доводить, доказывать эти вещи. То есть у него не было высокой трибуны для этого. Он вставал рядом с теми, кто мог бы это сделать, и весь свой потенциал, все свои знания ставил на службу этому. Я могла бы также сказать об остальных, об Исмаиле. Исмаил – это, но даже сам его облик говорит о многом. Это правозащитник. Этот человек выбрал в юном возрасте эту деятельность совершенно осознанно. И если половина из тех, кто сидит, это юристы, это правозащитники, это люди, которые известны своими благотворительными проектами, очень известными, то я думаю, что эти факты их биографии уже этим сказано уже много. Но я хотела сказать самое главное вот что. Мы сегодня, ингуши, находимся в такой ситуации, совершенно осознавая, что каждый из нас должен стать во весь свой человеческий рост. И большинство из нас стоит именно так. Мы не перекладываем, мы не назначаем героями тех, кто сидит. Каждый из нас, мы осознаем, должен быть в этой ситуации героем, то есть готовым к поступку, к действию. И именно в чем состоит это действие? Защищать закон, защищать права людей, свои права, права людей, которые зависят от нас. Мы понимаем, я делаю такие выводы, потому что очень пристально слежу за тем, как развивалась ситуация с очень давних пор. Именно вот этот исторический момент, вот, я не знаю, как долго он может длиться, но сейчас мы находимся в таком завихрении, загустении времени, что мы должны одновременно осознавать очень много и действовать при этом. При этом не имея среди нас достаточного количества людей, которые могли бы артикулировать вовне то, что происходит. То есть мы находимся в очень жестких, жесточайших условиях. И тем не менее, удивительным образом мы не теряем веры в то, что мы действительно выберемся из этого. Я вижу это в глазах очень многих людей, когда слушаю. Я не вижу, в то же время я не вижу никаких условий сегодня, известных условий, которые
могли бы нас привести к победе. Но тем не менее, и в себе я это чувствую, и в других людях, несомненно, на этот раз мы должны все сделать правильно. И вот эти условия, о которых я сказала, что не вижу этих условий, мне кажется, нам нужно очень тщательно проанализировать то, что происходило в начале 20 века, в конце 20 века. Почему и тогда, и потом, я не говорю про депортацию, это уже следствие того, что происходило в целом в стране. Но вот выбор был за народом в начале 20 века и в конце. Что было сделано не так? Где мы оказались недостаточно готовы? И вот эти вещи, наверное, нам нужно обсуждать публично, используя все возможности для этого. Мы должны, что значит быть готовым тому, что я имею в виду, что вот эта ситуация не может длиться долго, и неминуемо все это должно закончиться. Все закручено настолько жестко, что действительно это не может продолжаться. И наша готовность, наверное, состоит в том, что у нас должны быть люди, которые сумеют доносить чаяние народа, сумеют доносить самому народу, вот что, как возможности, какие шаги нужно предпринимать. И если у нас будут эти люди, наверное, должны называться политиками. А политики это кто? Это депутаты, это муниципальные, это районные, это народного собрания. Ну и дальше, если им нужно будет еще куда-то выбирать. И вот эти люди, они должны быть готовы. Кто эти люди? Это лучшие сегодня лучшие представители ингушского народа. Кто бы они ни были по своей профессии, если даже они никогда не собирались заниматься политикой, сегодня люди, которые действительно понимают, что они наиболее подготовлены для такой деятельности, они должны принять на себя эту ответственность и вступить в эту работу уже сейчас. Если это будет сделано, да, противодействие этому будет жесточайшее, и эти люди, о которых я говорю, которые готовы стать депутатами всех уровней, они должны быть очень мужественные люди. И наш менталитет... Хава, я извиняюсь. Извини, пожалуйста, что пришлось. Просто у нас по регламенту как бы время... Очень интересно тебя слушать. Я-то с удовольствием готов тебя слушать. Просто есть... Я 1 минуту договорю, и все. Даже полминуты. Так вот, эти люди должны осознавать, что на это нужно действительно иметь огромное мужество. Запастись мужеством. И наш менталитет таков, что именно такие люди никогда не скажут, вот я хочу стать там депутатом или вот это, выбирайте меня. Мы должны очень, вот именно в этом вопросе выдвинуть этих людей там, где они должны быть, там, где они могут быть, должны быть, мы должны... То есть те, кто должен их выбирать, в каждом селе, в каждом... Именно искать таких людей, предлагать им стать представителями народа. Мне кажется, вот это очень важно. У меня все. Да, Баркулхава, да, Рясхал. Давайте тогда сейчас продемонстрируем. Не слышно? Да, я извиняюсь. Продемонстрируем ролик, которые были заранее записаны и отправлены, а потом у нас вот следующий тут был Якуббеков.
Я тогда сейчас запущу. Наверное, я запущу Татьяну Сергеевну Позднякову. Это музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Хава, просьба выключить микрофон пока. Зарифа, милая, я хочу вам сказать, что мне стыдно, что вот я просто живу, а вы в заключении. Мне, честное слово, стыдно. Я просто не знаю, что можно сделать. Я очень вас помню, и вы мне вот такой какой-то образец, такой, ну, такого человека очень тихого, достойного, вот так, не громкого совсем, но какого-то гордого и очень твердого одновременно. И мне так хочется. Я на последних фотографиях видела, вы улыбаетесь. Ну, дай вам Бог всего хорошего. Я очень жду. Может быть, еще успею дожить, чтобы вы скорее вышли. И мы с вами снова бы жили в одном номере. Поехали бы на ассоциацию, на семинар ассоциации музеев памяти. Ну, спасибо вам, что вы такая есть прекрасная. Я не знаю остальных людей, но я совершенно уверена, во-первых, что все люди должны быть на свободе и что всякое заключение – это преступно. А потом, если эти люди, я, к сожалению, плохо знаю, что вот конкретно происходило, но совершенно уверена, что эти люди, если рядом с вами, Зарифа, то они хорошие люди. И вообще люди, которые говорят, ну, пытаются, ну, в общем-то, завоевать нашу свободу, нашу, вашу, и вообще, чтобы все было хорошо, это хорошие люди. Дай им Бог всем всего самого доброго. Скорее выходите, пожалуйста, на волю. Пускай всем будет хорошо. Я хочу с вами познакомиться конкретно. Вот такое замечательное выступление из Санкт-Петербурга. Еще тогда воспользуюсь и сразу продемонстрирую следующее видео. Елена Виленская, правозащитник. И очень-очень мной уважаемые Ахмед, Малсак, Барах, Зарифа, Багауддин, Исмаил. Я попросила специально Хаву, чтобы она записала меня на фоне очень интересной выставки в музее Ахматовой в саду Фонтанного дома, посвященной Иосифу Бродскому. Это тоже, в общем, человек с очень такой непростой судьбой, и ну, мне хотелось, чтобы вы что-то увидели такое, чтобы дало вам какую-то тоже духовную пищу. Я очень хочу, чтобы быстрее закончились все эти страдания ваши, и чтобы вы оказались на свободе. В Петербурге, и хочу, чтобы вы знали, что в Петербурге есть люди, которые очень болеют за вас и очень хотят вам быстрейшего освобождения и пытаются что-то сделать для того, чтобы это случилось побыстрее. Кроме того, знаете, что также есть уже люди и в Сербии, и в Великобритании, и в Бельгии, которые хотя бы имеют эту информацию о том, об ингушском протесте, о том, что вот вы, политзаключенные, находитесь за стенках и очень вам сочувствуют. Я просто хочу каждого из вас обнять и каждому из вас пожелать свободы, быстрейшей. Я с вами. Елена Виленская, которая постоянно в том или ином качестве, постоянно не забывает вопросы правозащиты. И вообще диаспора, ну не диаспора, а интеллигенция Санкт-Петербурга, она, конечно, в этом вопросе ведет себя наилучшим образом. У нас подключился, давно, сейчас в последнее время подключился Умалат Гадиев. Умалат, ну ты немножко подожди, потому что у нас был на очереди Якуб Беков. Я так понимаю, он не дождался. Тогда Умалат предлагает тебе, Умалат археолог, Ингушетия. Может быть, я не достаточно все регалии там озвучиваю. Вот, тебе слово. Салам алейкум,
Всем доброго дня. Слышно меня, Мустафа? Да, слышно, валейкум салам, говори. Ну, я глубоко рад, что состоялось такое вот мероприятие, такой марафон. Спасибо организаторам вот, за данное мне слово, данную возможность участвовать в этом мероприятии. Вот я слушал и предыдущих участников. В общем, все говорят достаточно добрые, позитивные, правильные слова. В общем, ну и, разумеется, для нас с вами эта тема очень актуальна в связи с тем, что находится под стражей наши с вами товарищи, представители нашего народа, нашего гражданского общества, люди, которые вышли сказать свое слово на улицу. В принципе, это все является исполнением своих законных прав, конституционных прав. Дело в том, что мы все об этом знаем. В Конституции нашей страны указано, что человек является главной ценностью, его права и свободы, и люди вправе выражать свое отношение к любому происходящему событию. Кажется, у Малата выкинуло. Малат, тебя выкинуло. Можешь продолжать опять. Ага, да. Ну, в общем, люди, которые у нас находятся в заточении, наши с вами товарищи, наши соплеменники, они вышли на улицу, чтобы выразить свое отношение к происходящему. В принципе, и Конституцией закреплено это право. Человек, его права и свободы, как известно, согласно Конституции, является высшей ценностью, и государство берет на себя обязательство, гарантию вот, соблюдать эти права. А человек вправе высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, в том числе и в таком вот через посредство собрания людей. В общем, и я всецело поддерживаю этих людей, их позиции. Они отстаивали наше с вами народное право для себя. Они ничего не просили и только лишь говорили о том, что народ – источник власти, единственный источник власти. Я повторюсь, и в Конституции об этом сказано. В общем, и народ вправе вот, говорить, обсуждать, выражать свое недовольство по тем или иным важным вопросам в жизни народа, в жизни общества. И на самом деле, по большому счету, таких людей нужно поддерживать всем прогрессивным сообществом, не только в нашем регионе, но и во всей стране, да и, думаю, в мире. Потому что эти сегодняшние заключенные опирались только лишь на закон и Конституцию. Они прямо говорили об этом, ну и непосредственно и выполняли вот такие вот, ну, свои, можно сказать, конституционные права. Поэтому я всецело поддерживаю, и изначально поддерживал этих людей, и сейчас поддерживаю. И вот подобные мероприятия, их должно быть почаще. И, кстати говоря, и другие формы я бы поприветствовал поддержки этих людей, так как они сегодня нуждаются вот в этой вот в плече, в поддержке. Вот. Поэтому я призываю всех, кто нас слушает, всех, до кого дойдет данное мероприятие, ну, чтобы они тоже участвовали, активно участвовали в судьбе наших политических заключенных. Эти люди боролись в том числе за наши с вами права, за наши общие права. Вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Баркылды, Алясалу, Малат.
Баркул. Вот в процессе я увидел, подключился Осман Даудович. Я надеюсь, он меня слышит. Осман Даудович, без привлечения наш аксакал, и своим присутствием в социальных сетях во многом определенный баланс незримо выдерживается благодаря наличию таких людей. Осман, если меня слышно, можно говорить, я знаю, что вы в дороге. Осман, нас слышно? Видимо, с наушниками. Осман, если вы нас слышите, можно выходить в эфир. Так, ладно, тогда давайте я продемонстрирую тогда очередной ролик, если не против, и потом вернемся. Так, у нас есть ролик от Карины Акоповны Москаленко, это адвокат Ахмеда Барахоева. Мы сейчас тогда запустим. Малат, просьба отключить микрофон пока. И сейчас, один момент, я запущу. Карина Москаленко, адвокат Ахмеда Барахоева. Запускаем. Когда Зарифу освободили, это было небольшим таким облегчением, каким-то таким стаканом свежей воды, глотком воздуха. Конечно, мы рассчитывали на то, что и старейшин освободят. Я очень переживаю за Ахмеда, потому что здоровьем у него он похвастаться не может, но запрещает нам говорить о здоровье, об условиях содержания. Категорически. Он говорит, я хочу ставить вопрос только принципиально. Мне не надо ничего сочувствия, имеется в виду сочувствие властей. Не надо, чтобы кто-то из гуманитарных соображений что-либо такое делал какое-то послабление. Но мне надо, чтобы принципиальные вопросы вот, невиновности, отсутствия какого-либо состава преступления в наших действиях, вот эти вопросы поднимались бы, и только по поводу этих вопросов я готов говорить и готов их обсуждать. В данном деле необходимо рассматривать дело, конечно же, в открытом судебном заседании. И, конечно, это надо было делать в Ингушетии. Чего боятся власти? Вызвать гнев народный. И я должна вам сказать, что когда гнев народный закипал во время событий, которые мы сейчас рассматриваем в нашем процессе, именно вот старейшины, именно часть из тех, кто сейчас на скамье подсудимых, они призывали сограждан сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться на провокации, и ни в коем случае не совершать противоправных действий. Абсурд! Какая грубая ирония, абсурд буквально, видеть их сейчас на скамье подсудимых. Это очень несправедливое дело. Люди, вот я со сколькими уже разговариваю, они гордятся тем, что у них есть такие честные, бесстрашные члены общества, которые, не боясь, что в отношении них могут быть применены определенные неправомерные действия, что, собственно, мы и наблюдаем, они все равно выходят
ведут себя законопослушно. Это как вызов тем властям, которые ведут себя вразрез с требованиями закона. И, конечно, можно говорить о том, что их судьба предопределена. Но некоторые спрашивают меня, а что, может быть, не надо ничего делать? Может быть, не надо сопротивляться? Если результат предрешен, и у властей есть твердое намерение приговорить этих людей за совершение якобы преступления, то к чему вот все ваши усилия, это множество судебных заседаний, эти ходатайства, эти заявления, эти вопросы тем свидетелям, которые приводят обвинения для того, чтобы подтвердить вину наших подзащитных. А в итоге практически все эти допросы приходят к такой точке, когда ты видишь, что человек не готов давать показания, неправедные, несправедливые, ложные. И шаг за шагом, мне посчастливилось в такой команде адвокатов работать, они все очень досконально выясняют детали, и постепенно, отвечая на вопросы, люди говорят правду и отказываются от тех приписанных им следствием слов, которые можно было бы использовать против наших подзащитных. И даже предрешенность этого дела, и даже понимание, что результат предрешен, это все не останавливает команду защиты. Вы должны видеть, с какой ответственностью, с каким упорством, с каким достоинством мои коллеги ведут допрос свидетелей и так называемых потерпевших. Вот. И вы знаете, это у меня это не вызывает вопроса, зачем мы это делаем, если все предрешено. Наоборот, я считаю, что те обстоятельства, которые будут исследоваться в судебном заседании, от которых будет точка отсчета для вынесения приговора, они еще не произошли. И хотя я убеждена, что все будет сделано, все для того, чтобы осудить наших подзащитных, я все равно уверена, что мы должны бороться. Это была Карина Москаленко, юрист-международник. Давайте вернемся тогда к Осману. Осман, если нас слышно, то мы готовы со своей стороны. Осман просто в дороге, он меня предупреждал, и поэтому давайте тогда вернемся еще раз. Вот, у нас, так, чтобы было понятно, по времени, я думаю, максимум у нас еще продлится все 30 минут. Я понимаю, что все это время быть на связи может быть не всем удобно, и как бы, в общем, те, кто выступил, если им нужно идти, то никаких, конечно, обязательств нету. Осман, если нас слышно, можно выходить в эфир. Видимо, Осман нас не слышит. Вот есть пользователи с ником Hus07, не знаю, кто это, потому что камера выключена и ник указан такой. Если вы нас слышите, можете выходить в эфир и сказать. Ясно. Так, тогда давайте я продемонстрирую следующий ролик, и в зависимости от ситуации будем действовать дальше. Последний ролик у нас из таких предварительно записанных. Это Светлана Астраханцева, исполнительный директор
Московской Хельсинской группы. Светлана Астраханцева, Московская Хельсинская группа. Во-первых, я хочу сказать, что очень досадно, что в нашей стране, чтобы попасть за решетку, не обязательно совершать преступления. А в последнее время за решеткой оказывается все больше и больше достойных, честных людей. Из ингушского дела мы видим, что за решеткой сидят люди, и сидят они в основном за то, что они слишком свободные, с слишком большим собственным достоинством, слишком любят свою родную землю. И, безусловно, я, так же, как и, наверное, все, кто сегодня говорит в поддержку фигурантов ингушского дела, безусловно, я уверена, что и дело должно быть, уголовное преследование должно быть прекращено, и все фигуранты, по крайней мере, 7, у которой на суде я была, должна быть освобождена. Но пока они за решеткой находятся, мы со стороны Московской Хельсинской группы стараемся поддерживать ребят как можем. То есть мы стараемся ездить в судебные заседания, мы стараемся распространять эту информацию об этом деле. И я уверена, что все думающие, все неравнодушные люди могут найти возможность как-то поддержать ингушских ребят, поддержать лидеров ингушского народа, найти возможность написать письмо, найти возможность приехать в заседание. Это очень важно. Такая поддержка для них важна, и она важна для нас самих. И что я хотела бы сказать самим фигурантам. Невзирая на то, что вы находитесь за решеткой, видно, что вы остаетесь свободными людьми. Эта свобода, она у вас в сердце, и ваша Родина, она с вами, невзирая на то, что вас вывозят в Ессентуки, потому что ваши братья и сестры, достойные, очень хорошие люди, приезжают вас поддерживать, как я понимаю, на каждое заседание. Сил вам, стойкости, держитесь. Это был последний ролик из таких предварительно записанных. Вот, когда переходим к оставшимся участникам, я вижу, что к нам присоединился сейчас Саварбек Султыгов, директор Заполярный камнеобрабатывающий завод. Саварбек, если ты нас слышишь, то есть 5 минут, до 5 минут. Так, Саварбек нас не слышит, судя по всему. Осман, как слышно меня? Если слышно, то я смотрю, микрофон не включен. Надо нажать на микрофон, и чтобы он перестал быть зачеркнутым. Сейчас, видимо, вы зачеркнули видео. Сейчас мы перестали вас видеть. В левом нижнем углу в приложении Zoom можно нажать на микрофон. Либо попробовать заново перезайти по ссылке. Выйти и заново перезайти. Борис, если ты слышишь, давай, может быть, ты тогда возьмешь слово, пока остальные настраиваются. Ну, давай попробуем. Борис Кадзоев. Ассаламу алейкум, добрый день. Да, валейкум салам. Борис Кадзоев, проекта «Неотложка». Да, я хотел сказать, вот я прослушал всех выступающих, красной нитью как бы проходит у всех мысль о том, что нужно оставаться в правовом поле и так далее.
Ну вот даже по себе могу сказать, что вроде я человек не молодой уже и достаточно повидавший, но глядя на вот все, что происходит, и то, как власти всячески стараются нас из этого правового поля вытолкнуть, уже и даже таким людям, как я, возрастным, достаточно трудно сдерживаться. Я уже даже не говорю о том, что там испытывает, наверное, молодежь наша ингушская, которая более горяча, имеет меньше опыта и так далее. И в этом смысле мне как бы понятно, почему это делают силовые органы, зачем им это нужно. То есть они хотят из этого правового поля, чтобы потом финансовые вливания на борьбу там, с чем-то и так далее. Но мне непонятно, почему так ведут себя. Борис, я извиняюсь, что я тебя прерываю, просто здесь дело в том, что если я сейчас выключу микрофон, я боюсь, что это сорвется. Если ты позволишь, а ты заново потом скажешь. Хорошо? Я не понял, но давай, делай, как считаешь нужным. Да, Осман Селих, мы сейчас видим и слышим. Вот, готовы выслушать. Меня слышите, да? Меня Да, слышно? слышно и видно. Спасибо, Ольга. Осман, мы видим и слышим, и готовы выслушать. Ага. Хорошо. Я могу начать? Да, можно. So Осман, вы парагульгал, дау два. Ассаламу алейкум, Марсанайн. Я участвовал и выступал на Всемирном конгрессе ингушского народа. Сопредседателями конгресса были избраны Муса Мальсагов и Ахмед Пагоров. Я был и на митинге в Магасе до 27 марта 2019 года. Выступал на митинге. Поэтому говорю со знанием вопроса. На сегодняшний день 7 активистов митинга находятся в СИЗО в Ессентуках. Это Ахмед Барахоев, Мальсак, Ужахов, Муса Мальсагов, Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев, Зарифа Саутиева. Им предъявляются обвинения в организации экстремистского сообщества и участия в нем. Также они обвиняются в призывах к насилию по отношению к силовикам в ходе разгона людей, ожидавших обещанного на словах согласования правительства на продление митинга 27 марта 2019 года. Арестован и помещен в СИЗО города Нальчика и Ахмед Пагоров. Нигде мы не слышали от обвиняемых активистов митинга призывов к экстремизму и насилию. Они отстаивали свои законные права и законные права всего ингушского народа. Мы не верим в предъявляемые им обвинения. Мы уверены в их невиновности. Мы считаем их всех политзаключенными. Они должны быть освобождены. Аллаху могуш мерш шой цинох шой дизлах турб лясабокнах. Аллаху хальёйл лесифач зулм хошт дал хальёйл цан ел двое бог. Все. Баркал Осман, Баркал Гарясхал, что, будучи в дороге, не совсем удобно, получилось все-таки услышать. Баркал Гарясхал. Мустафа, вы меня слышите?
Это Сауарбек Султыков. Да, Сауарбек, слышно. Сауарбек Я Султыков, пытаюсь... я представлял до этого директор Заполярный камнеобрабатывающий завод. Не видно, но слышно, Сауарбек, можно говорить. Ну, я пытаюсь подключить Хайктам, но что-то меня выбрасывает. Ну, можно говорить, Сауарбек, сейчас, с учетом, как есть. Я не все слышал, что говорили, потому что я поздно подключился, я тоже был в дороге, приехал только. Поэтому, подключаясь к вашему разговору, я извиняюсь, что, может быть, повторю какие-то вещи, а может быть, скажу не совсем как бы приятные вещи. И многим, может быть, даже непонятные. Но я хочу сказать, с такой точки зрения, ну, она не популярной, конечно, будет. Слышно меня? Да, да, слышно. Мы слушаем. Вот смотрите, не буду повторяться опять, я также патриот нашей республики, такой же ингуш, как все. Живу я вне республики. Но взгляд со стороны, может быть, кому-то может быть интересно. Вот все наши лидеры и все участники этих процессов, которые в данном случае, назовем их потерпевшими, они сидят незаслуженно, конечно. Они защищали нашу честь, наши земли, нас защищали. И они вот почти 2 года сидят за стенках. Мы все на свободе ходим. Это точка. Теперь следующее предложение. Также за эти 2 года произошли много событий с другими людьми, которые также живут в республике и вне республики тоже. Назовем их другой стороной. Мы видим, мы знали тоже, и теперь, когда это все озвучено было, многие люди и группы потерпели также большой урон. Им нанесли этот урон наши лидеры, и мы тоже. Это было наше ответное действие, когда уже мы перестали терпеть их поведение, и мы озвучили их преступления, так скажем. Из-за этого сидят наши лидеры сегодня. И тот урон, который нанесен им, он еще не окончательный. Вот с той стороны я имею в виду. Идет планомерная работа по ним ведется, и как бы их ведут к какому-то итогу. Но они не безопасны, они опасные люди. Поэтому они отвечают всеми возможными средствами и будут огрызаться. И в этом случае наши лидеры безопасности находятся в тюрьме, к сожалению. Потому что государство их не может и не хочет защищать. Ну, часть, так скажем, силовых структур. Поэтому, когда выпустили нашу Зарифу, ну, все обрадовались, я обрадовался тоже. А когда ее снова забрали, я, как и все, оказался в недоумении, но нужно идти дальше, думать дальше. Почему так происходит? Кто это дал указание выпустить ее, а потом снова посадить? Ну, я себе задал вопрос. Ну, вот ее выпустили, я здесь нахожусь в Ленинграде, допустим, да? Как я могу обеспечить ей безопасность? Если ее родственники забрали бы, увезли бы в горы куда-нибудь, да, она сохранилась бы, ну, ее никто бы не тронул. Но она под домашним арестом находится вне республики, и, ну, квартира. Это не башня, куда мы ее можем спрятать, а квартира. И находится ли она в безопасности в квартире? Чувствует ли она себя в безопасности в квартире? Или же ее безопасность, допустим, сегодня за стенках лучше охраняется? К какому итогу они приведут наших лидеров, какой будет суд? Но мы по предыдущим видели, это будет какой-то там или условно, или какой-то что-то припишут, но пока на свободе находятся наши враги, им безопасность в тюрьме. Я вот вспоминаю туда фильм «12» Михалкова. И там мальчика, чеченца, оставили за стенках, потому что его враги были еще опасны, и они были на свободе. Вот такая точка зрения. Конечно же, ни одной секунды я не желаю никому оказаться за стенках. И те, кто прошел эту тяжелую, как бы, тяжелое время, вот даже сутки или там, не говоря уже о многих годах, те меня поймут, что это, ну, это на всю жизнь. Это нельзя вот пройти и потом забыть. Поэтому я желаю им скорейшего возвращения в общество, но как можно, чтобы общество было здоровым. Все, точка. Баркыл Саварбек. Баркыл, Дарясхал.
Так, друзья, у нас, я так понимаю, присоединился еще Анзор Видзижев, и после этого Борис Кадзоев может завершить, наверное. Анзор, если ты нас слышишь, можешь уходить в эфир. Слышу, ассаламу алейкум. Ну, в принципе, очень много сказано выше, и одна из участниц, одна из спикеров предыдущих очень правильно сказала, что в России совсем не обязательно совершить какое-либо преступление, чтобы оказаться за решеткой, мы все это понимаем. Но, конечно же, очень прискорбно видеть все это, слышать, ежедневно наблюдать за этим. Естественно, руки опускаются, и это все очень-очень тяжело переносится всему ингушскому народу, и мне, в частности, естественно, очень тяжело. И я считаю, что это такое издевательство, может быть, даже специально таким вот образом все это завинчивают, закручивают всю эту историю, чтобы другим было неповадно, в том числе. И, естественно, я выражаю свою позицию таким образом, что, естественно, я против этого произвола, призываю всех, кто может содействовать этому освобождению всех политзаключенных наших. В общем, просто нет слов выразить весь этот беспредел. Не знаю, как противостоять этому. У нас есть только слово на сегодняшний день. Даже это слово, которое мы могли бы сказать, выходя на улицы, даже в одиночных пикетах, даже этого нам не позволяют. И вот мы вынуждены в таком вот виде, в таком импровизированном виде, типа онлайн-митинга, таким вот образом выражать свою позицию. Я призываю всех, кто может быть причастен к тому, чтобы освободить наших политзаключенных, а тем, кто сидит за стенках и страдает от этого беспредела, желаю здоровья, выдержки. Иншаллах, все они выйдут, иншаллах, они выйдут еще более крепкими. И в дальнейшем все мы будем максимально трудиться, чтобы не допустить таких вещей, чтобы мы стали сильнее борца Бобы. У меня все. Бакаланзор, Дяриасхал. Аминь. Вижу, подключился еще Борис, еще один участник, Ислам Ахкильгов. Давайте дадим ему слово. Ислам, если только подключился, у нас формат до 5 минут, и после этого Борис, я думаю, завершит нашу встречу. Мустафа Дяриасхал, всем спасибо. Очень рад, что устроили подобный марафон. Я участвую в таком марафоне первый раз. Меня зовут Ислам Ахкильгов. Я по профессии финансист. По воле судьбы наблюдаю всю ситуацию за пределами нашей республики. И, тем не менее, не могу быть безучастным в данном происходящем событии. То есть, по сути, события, которые мы наблюдаем после тех событий, которые были в нашей республике, когда общество проявило свое несогласие с принятыми в одностороннем порядке мерами по отчуждению территории республики. Считаю, что происходящие события, которые происходили на площади в Магасе, были абсолютно не направленные против действующего законодательства Российской Федерации. И те люди, которые сегодня находятся в заключении, находятся в заключении абсолютно безосновательно. И, к сожалению, я считаю, что именем закона творится беззаконие. И что, к сожалению, когда творится подобное, когда именем закона творится беззаконие, это говорит о том, что закон, скажем так, псевдозакон вступает в противоречие с нашими
нравственными принципами. Когда подобное происходит, это называется абсолютно полным произволом. И мне кажется, да, здесь мое оценочное суждение, что за всем этим делом не стоят федеральные власти, да, это данный произвол судебный, он находится на откупе таких региональных властей, то есть курируют ими региональные власти, и что за всем этим делом, да, за тем, что там происходит, за тем, что людей не выпускают, несмотря на то, что нету основательных доказательств их нарушения ими закона, да, и то, что вот за Рифой Саутиевой произошло, то, что человека выпустили обратно буквально там через день или через два, сразу обратно вернули в тюрьму, да, в заключение. Это говорит лишь о том, что есть люди, которые обижены, и этим людям стоило бы знать, что бывает с обиженными. Я бы также хотел подчеркнуть, что помимо этих заключенных у нас есть те же адвокаты, которые, скажем так, в плане стресса и в плане тех мучений, которые они немало тоже переносят. И я бы хотел отдельное слово благодарности уделить этим людям за их работу. И также мне очень приятно бывает видеть, когда за пределами нашей республики находятся люди, которые проводят вот эти пикеты своими силами. Несмотря на противодействие, они пытаются донести что-то до общественности. В той же мере я считаю, что мы, как национальность, как ингуши, и не только, потому что в республике живет и другие нации, да, правда, их в меньшинстве, мы пожинаем плоды, свои же плоды, потому что, к сожалению, нашлись те люди, которые сегодня там в суде предстают свидетелями, обвинителями, скажем так. Может быть, они оказались ими, потому что по своему незнанию. Многие из них говорят, что там не видели, что записывал следователь и так далее. Не знаю, насколько этому можно верить или нет. Но что можно сделать из текущих обстоятельств? Я считаю, что данное происходящее судебное разбирательство обязательно должно быть предано огласке. Что я имею в виду под этим? Общественность, такие как мы, да, и все люди, которые как-то сопереживают, они должны участвовать в оглашении происходящего процесса. Очень важно это все оглашать. Почему это важно? Потому что я верю в то, что любое судебное разбирательство, которое противоречит логике, которое противоречит правовому полю, то есть создает, скажем так, знаете, создает такую противоречащую логике картину, да, оно рано или поздно, логика поставит все на место, поэтому обязательно нужно это придавать огласке, обязательно нужно делать какие-то видеоматериалы и письменные материалы по этому делу. Мы не должны возвращаться к нему после того, как все произошло. Также, мне кажется, необходимо делать видеоматериалы, письменные какие-то материалы, вести, то есть придавать огласке всех тех людей, которые были вовлечены в данный процесс, независимо, хорошие это были люди или плохие люди, в какой стороне, да, они находились. И благодаря вот этим двум действиям я считаю, что мы можем оказать какое-либо влияние. Мы должны придавать это все действие огласке. Не постфактум, да, а в тот момент, который это действие происходит. И я бы хотел присоединяюсь ко всем словам поддержки, да, сказанным здесь всеми присутствующими, но также я хотел бы всех тех, кто в
в сердце своем понимает, что происходит абсолютно, скажем так, издевательство над людьми, да, которые проявили свою инициативу, которые не побоялись. Я посоветовал бы этим людям не бояться, да, не скрывать своих лиц. Я посоветовал бы им принять полное участие. Участие тем, что они не согласны с тем, что происходит. Чтобы они сказали, что все хотят, чтобы все было по закону. Чтобы виновные, если таковые есть, реально были наказаны, да, согласно законодательству Российской Федерации. Вот, коротко. Спасибо. Алло, Мустафа. Да, это кто? Алло. Да, Ассаламу алейкум. Юнус Хаутиев. К сожалению, в видео я никак не могу зайти. Меня слышно нормально, да? Да, слышно нормально. Мустафа Ашбехцбах, я недавно только подключился. Хотел бы несколько слов сказать относительно того действия, да, которое происходит. Я из политзаключенных многих знаю лично. Могу сказать так, не буду повторяться, я кое-какие выступления слышал. Мы здесь, в Санкт-Петербурге, пристально следим за происходящими событиями. Могу только сказать одно. Надо в данный момент всем нам, я имею в виду ингушам, быть как бы в едином строю, сплотиться. Почему? Потому что работают адвокаты. Я знаю некоторых адвокатов тоже лично. Общаемся. Они профессионалы своего дела. Они до нас доносят. Но единственное, отчаиваться нельзя ни в коем случае. Надо идти в спокойной форме, надо идти до конца. Дал Яндали, справедливость, она есть. Нам кажется, я имею в виду, людям кажется, что мы можем что-то менять в этой жизни, я имею в виду кардинально, но это невозможно. Только по согласию Всевышнего можно что-то поменять. Наверное, это испытание, которое дано не только тем, кто находится в СИЗО, но и всему нашему народу. В данной ситуации надо действовать в правовом поле, что сейчас и происходит, и что меня очень радует. Почему? Потому что с пеной у рта доказывать и становиться в позу обиженных, я против этой логики и никогда не приемлю. Но в спокойной форме доказывать правоту, говорить о справедливости, говорить о соблюдении законов, которые приняты в том числе и нашими посланниками туда, я имею в виду в Совет Федерации, в Госдуму. Значит, применять эти законы и говорить, давать огласку всему тому, что происходит, и поддерживать и в моральном плане политзаключенных, да и друг друга поддерживать. Мне кажется, то, что мы можем сделать в данное время. Дал борца халбе Мустафа Масини, дал могуш мяш арбахов ляса бохкрыш, дал шеяндали, я думаю, нормально ди ходдуве гулок. Но в данной ситуации это испытание, и мы, я думаю, уверен, пройдем испытание достойно. Баркул, амин, на дуа. Мустафа, можно буквально несколько слов до завершения, пока ты Борису передашь слово? У меня есть одни мысли, я хотел бы их озвучить именно в эфире. Давай, Магомед. Да. Ты можешь камеру включить, было бы так интереснее. Да. Ну, учитывая, что у нас марафон в поддержку политзаключенных, необычно слышать это от адвоката в эфире, я хотел бы обратиться к тем самым засекреченным потерпевшим, которые у нас проходят по делу, и к засекреченным свидетелям. В частности, я хотел бы обратиться к
Магомед, ты пропадаешь. У тебя вот микрофон как будто бы не совсем корректно. Может, ты его касаешься как-то. Попробуй. Сейчас слышно меня? Слышно. Слышно, да? Значит, я хотел бы обратиться к свидетелям по делу, которые проходят, и к засекреченным потерпевшим. В частности, я хотел бы обратиться именно к засекреченным свидетелям-ингушам, которые дали не очень хорошие показания, скажем так, не то что хорошие, но правдивые. Не нужно бояться говорить правду. Сегодня в ингушском обществе, если мы обратим внимание, в мире есть люди, которые не стесняются публично говорить ложь, даже не скрывая свои лица. Я хотел бы обратиться к вам, те, кто называют себя ингушами, и те, кто дал... Плохо слышно, Мустафа. Магомед, да, ты в какой-то момент вроде бы выравнивается, а потом плохо. Может в руки взять его микрофон? Давай выключишь тогда камеру, может быть. Видео пусть выключит. Да, попробуй видео выключить. Остальные тоже выключите свои микрофоны, если вы не выступаете, пожалуйста. Сейчас слышно меня, Мустафа? Да, слышно, но опять-таки с микрофоном, видно, проблемы какие-то есть. Я не знаю, вроде проблем нет, телефон стоит, я его в руках даже не держу. Сейчас слышно меня? Сейчас лучше, попробуй сейчас, давай. Повторно, да? Хорошо слышно сейчас? Хорошо слышно. Я адвокат Магомед Беков, который защищает права и законные интересы Мусы Мальсагова. Хочу обратиться к потерпевшим, которые проходят по ингушскому делу, к свидетелям засекреченным. В частности, это засекреченные свидетели ингушской национальности, которые дали неправдивые показания. Я призываю вас не бояться, потому что сейчас такое время, что даже люди, которые говорят явную ложь, не скрывают свои лица, и они вполне нормально проживают и в ингушском обществе, и вообще в других регионах нашей страны. Особенно я хотел бы обратиться к тем ингушам, которые дали лживые показания. Не бойтесь, я не знаю, почему вы дали такие показания. Я не знаю, что сподвигло вас. У вас есть всегда возможность открыто приехать в суд, открыть свое лицо и сообщить о том, что если вы солгали, то вы солгали. Потому что закон говорит о том, что если вы дали ложные показания и на любой стадии приехали в суд и сообщили об этом суду, что вы дали ложные показания, вы не будете привлечены к уголовной ответственности. Вы сможете сохранить свое лицо, свою честь. По крайней мере, вы сможете исправить ошибку. Право на ошибку есть у каждого человека. Возможно, вы чего-то боялись. Возможно, когда вас допрашивали в качестве свидетелей, вам угрожали. Либо вы боялись, что будете привлечены к уголовной ответственности, потому что с ваших слов вы 27 марта ночью находились на площади. Так вот, сообщаю вам и хочу донести до вас, что закон позволяет вам на любой стадии сообщить о ложности данных вами показаний. Сохраните свое лицо, исправьте ошибку, и вы сохраните свою честь, и вы сможете дальше жить без этого груза. Вот такое вот у меня обращение к этим людям. Баркал, спасибо, у меня все. Баркул, Махмад, Баркул. Борис, давай ты как бы завершишь. Да, Мустафа. Ты знаешь, ты меня как-то перебил, и я мысль утерял ту, которую я хотел сказать, но это не важно. В общем, завершая наш сегодняшний марафон, эфир, я хочу, во-первых, обратиться к нашей молодежи, чтобы они, в первую очередь, они не отчаивались, не опускали руки, не думали, что никакого выхода правового в нашей ситуации нету, что мы потерпевшие,
со всех сторон, и уже все, и чтобы они не отчаивались, самое главное. В любом случае, правда, рано или поздно, она восторжествует. Во-вторых, я хочу обратиться, конечно, ко всем, кто сегодня нашел время выступить. Большое спасибо вам всем за поддержку, за участие, за теплые слова в адрес наших политзаключенных. Ну, а нашим политзаключенным я могу пожелать только стойкости и терпения все это перенести, а то, что у них для этого есть дух, сомнений, я думаю, ни у кого из нас нет. Ну, конечно, здоровье. Самое главное, чтобы они сохранили свое здоровье. И в любом случае, я уверен, что мы их дождемся. Когда они выйдут, мы будем их встречать как национальных героев. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Мустафа, я думаю, ты как ведущий нашего сегодняшнего мероприятия еще ничего не высказывал, поэтому я думаю, тебе пора тоже выступить. Хорошо, Борис. Я тоже присоединяюсь к словам благодарности к тем, кто смог сегодня присоединиться. Огромное спасибо, потому что это выходной день, я понимаю, не все как бы в этот день какие-то бывают планы, но я уверен, что тем, кто сидит, и их родственникам, и адвокатам, и вообще просто всем людям неравнодушным, эти слова были очень важны. Вот для себя я, наверное, сделал ряд пометок, мне тут было очень много чего важного и интересного сказано. Но мне понравилось то, что Бадма Гурчиев, который калмыцкий активист, сделал акцент на креативе, то, что нам необходимо перенимать друг у друга какие-то практики, которые уже показали себя хорошо. Институт репутации, на который делала ссылка Дарья, насколько мы его используем, возможно, это наше такой вот, может быть, есть в этом еще больше акцент делать смысл. Ну и очень зацепило меня то, что Марьям сказала, то, что мы, ну, кто нуждается больше, наши политзаключенные в нас, да, нуждаются в нашей помощи, или мы нуждаемся в лидерах, в них ли или в других людях, о которых в своем выступлении говорила также и Хава Хазбиева. В общем, друзья, всем спасибо. Баркыл Диаляс Халшон. Я предлагаю нам завершить, так как сам формат дискуссии не предполагал, и я понимаю, возможно, много было вопросов и желания обсудить. Предлагаю просто по следам данного онлайн-марафона где-нибудь в социальных сетях давать некую обратную связь и продолжить нашу дискуссию там. Вот. Всем спасибо. И если вы позволите, я тогда, наверное, завершу. Всего доброго. Да. Спасибо. До свидания. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Всем удачи, всех благ. Взаимно. Аминь. Диалраз хал организаторам этого мероприятия, да, Албарца Халбы, Массани. Диалраз хал, Юнус Баркал.